Юный Кулибин живет в Ухте. Это девятиклассник из местной 10-й школы. Он коллекционирует и самостоятельно восстанавливает старинную радиотехнику. В коллекции молодого человека уже около полусотни экспонатов. О необычном увлечении ученика учителя узнали совсем недавно и организовали выставку, которую скоро сделают общегородской. С юным умельцем пообщалась Виктория Науменко. У учеников Ухтинской школы номер 10 теперь новое необычное развлечение на перемене – рассматривать экспонаты выставки старинных радиоприемников. Она расположилась прямо в фойе школы. Малыши и старшеклассники подходят, разглядывают затейливые механизмы, просят включить музыку, иногда даже танцуют. Большинство видит такие раритеты впервые. Все 15 представленных экспонатов принадлежат ученику 9 А Андрею Гладышеву. Это лишь часть его коллекции. Всего их полсотни. Парень хранит их на даче, тщательно соблюдая уровень влажности и температуру. Такая техника требует бережного отношения. Самый старый экспонат – радиоприемник «Москвич» 1949 года выпуска. Все остальные тоже середины прошлого века. О каждом Андрей может прочитать целую лекцию. Радиола, это представляет из себя унифицированное устройство, в котором имеется ЭПУ, электропрыгающее устройство, и также четырехламповый радиоприемник. Тут мы видим, что здесь отсутствуют клавиши, но здесь есть ручки. Тут они разделены на малую и на большую. Малой ручкой мы можем включить радиолу и настроить ее тембр. Большей ручкой мы настраиваем громкость. Парень знает каждую деталь, ведь большинство экспонатов он самостоятельно реставрировал. Менял ручки, лампы, перетягивал радиоткань. Иногда парню помогает дедушка и несколько друзей, которые тоже увлеклись радиотехникой. Но в основном все сам. В ход идут старые книги, интернет и знания в области физики. В школьной программе это его любимый предмет, делится Андрей. Собирать радиотехнику он начал 1,5 года назад. Семье подарили виниловые пластинки Владимира Высоцкого, а чтобы их прослушать, пришлось купить с рук радиолу. На доске объявлений нашел я радиолу, приехали. Оказалось, что это был бывший коллекционер, который раньше собирал, сейчас он избавлялся от коллекции. Мы купили радиолу у него и уехали. Потом как-то он со мной связался, говорит, нужно, я тебе подарю. И тут уже, как говорится, пошло-поехало дальше. Впервые Андрей рассказал в школе о своем увлечении в рамках проекта, который девятиклассники защищают в конце года. И это стало для учителей настоящим открытием. Теперь молодой человек проводит познавательные классные часы и читает настоящие лекции на переменах. Мы даже не ожидали такого спроса. Приходят классы младшие, старшие, задают, естественно, разные вопросы, потому что уровень знаний разный. Но как Андрей включает музыку, причем для разных уровней разную музыку. Кто-то танцевать, кто-то еще какие-то вопросы. Вообще огромнейший спрос на эту выставку. С будущей профессией Андрей еще не определился, но точно знает, что в следующем году пойдет в IT-класс, который откроют на базе школы номер 10. И, конечно, продолжит работать над организацией выставок. Следующий шаг – городской масштаб, а дальше – больше. В коллекции молодого человека есть старинные катушечные магнитофоны, телевизоры и еще множество экспонатов, которые предстоит показать. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.